Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ, в студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. Состоялся 9-й тур чемпионата Молдовы по футболу. Депутаты рассмотрят проект решения о проведении республиканского конституционного референдума. Реанимационное отделение Бельской клинической больницы капитально отремонтировано. В городе Вулканеште состоялся 9-й тур чемпионата Молдовы по футболу, где приняли участие команды 3 возрастных категорий. Младшая команда, дети 11-12 лет, провели 8-й беспроигрышный матч, в котором победила соперников из Чедерлунги. Самый важный матч 9-го тура был у старшей возрастной группы, на котором решалась дальнейшая судьба команды в чемпионате. Уверенная игра команды привела к тому, что матч завершился со счетом 6-0, сообщается на официальном сайте города. Депутаты парламента рассмотрят решение о проведении республиканского конституционного референдума. Парламентское большинство предлагает провести конституционный референдум 20 октября, и граждане должны будут ответить на вопрос за вступление Республики Молдова в Европейский Союз. Как сообщается в пресс-релизе парламента, 16 по 31 мая депутаты рассмотрят в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты, направленные на совершенствование таможенных процессов во взаимоотношениях таможенной службы с налогоплательщиками, а также как проект поправки к закону о жилье. Среди законодательных инициатив, которые будут рассмотрены во втором чтении, законопроект о здравоохранении и психическом благополучии, депутаты рассмотрят ряд поправок к Кодексу о правонарушениях и Уголовному кодексу, законопроект, предусматривающий пересмотр судебной карты, а также законодательную инициативу, которая даст гражданам возможность обращаться за процедурами, связанными с наследством, к любому нотариусу в стране. Отделение анестезиологии и интенсивной терапии Бельской клинической больницы открылось после капитального ремонта. Как сообщили в Минздраве, отделение модернизировано и оборудовано по европейским стандартам. Оно рассчитано на 20 коек и будет оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь всем пациентам в тяжелом состоянии с политравмами, сердечно-сосудистой, неврологической и хирургической патологией. Капремонт был проведен в рамках проекта Всемирного банка «Экстренное реагирование на COVID-19» в Республике Молдова, который управляет Министерством здравоохранения. Стоимость проекта по ремонту и оснащению оборудованием последнего поколения составила около 29 миллионов леев. Всего проведены ремонтные работы 11 реанимационных отделений стратегических медучреждений страны на сумму около 187 миллионов леев. 14 мая в Гагаузии отметили день принятия уложения автономно-территориального образования Гагаузии Гагаузии-Ири. 14 мая 1998 года депутаты первого созыва Народного собрания заложили правовые основы, на которых позднее были выстроены органы государственной власти. Определены приоритеты экономической, социальной и культурной политики. В разработке и принятии основного закона Гагаузии участвовали политические деятели и правоведы. Уложение – основной закон Гагаузии. Уложение обладает исключительной юридической силой на всей территории Гагаузии. Было принято Народным собранием Гагаузии после длительного противостояния непризнанной Гагаузской республики с центральными властями и принятия в его результате парламентом Молдовы. Закон об особом правовом статусе Гагаузии состоит из 10 разделов. Устанавливает правовой статус Гагаузии в составе Республики Молдова, организацию и полномочия органов публичной власти Гагаузии, определяет право, свободы и обязанности человека и гражданина, действующие в Гагаузии. Борец Марьяна Драгуцан принесла Молдове очередную путевку на Олимпийские игры в Париже. В поединке, обеспечившем ей участие в летней Олимпиаде,
В рамках предолимпийского турнира в Стамбуле спортсменка одержала победу над трехкратной чемпионкой Шталвирой Орсос в Венгрии в весовой категории до 53 кг. Это третья олимпийская путевка в соревнованиях по женской борьбе, полученная Республикой Молдовы после того, как Анастасия Никита и Ирина Рынчак ранее обеспечивали свое участие в предстоящих Олимпийских играх. Республика Молдова уже обеспечила 12 путевок на участие в Олимпийских играх в Париже. «46 школ по всей Молдове будут переоборудованы по стандартам энергоэффективности при финансовой поддержке Международного банка реконструкции и развития. Сумма финансовой поддержки составит $54 миллиона. 4,5 миллиона будут предоставлены в виде гранта, остальная сумма в виде кредита. Основная часть суммы 35 миллионов будет направлена на ремонт 46 школ. Реновация включает теплоизоляцию стен и крыш, замена окон и дверей, обновление внутренней системы отопления, улучшение системы внутреннего освещения, а также установка тепловых насосов, солнечных тепловых коллекторов и фотоэлектрических панелей на крышах учебных зданий при условии технической и экономической целесообразности применения этих технологий. В частности, будет установлено до 250 индивидуальных тепловых пунктов, а также будет изменена конфигурация сетей теплоснабжения. Проект будет реализован до 2029 года. Срок погашения кредита, льготный период и процентная ставка будут переменными и будут определены позднее. В этом году около 2600 учащихся могут автоматом получить оценку 10 на экзамене по иностранному языку по сравнению с 2000 учащихся в прошлом году. Об этом для Радио Молдова сообщила директор Национального агентства по curriculum и оцениванию Лилия Иванов. По ее словам, количество учащихся, которые могут воспользоваться этой возможностью, является самым высоким за последние 10 лет. Уточним, автоматически оценка 10 будет выставляться кандидатам, которые сдавали международные экзамены на знание иностранных языков в годы обучения в общеобразовательных учреждениях. Лилия Иванов также отметила, что с этого года выпускники лицеев, показавшие высокие результаты и предъявившие свидетельства о компетенциях в области информатики, могут быть освобождены от экзаменов по предмету на степень бакалавра и получить автоматически оценку 10. До сегодняшнего дня подано 60 заявок. В настоящее время автоматически оценку 10 на сессии БАК также получают лицеисты, победившие в национальных или международных олимпиадах. Далее смотрите рубрику «Региональные новости». Оставайтесь вместе с нами на канале АТВ.